Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Пожалуй, самым резонансным событием прошлой недели стало заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о стремлении республики войти в состав Российской Федерации и о том, что в ближайшее время в Южной Осетии будет проведен референдум, на котором этот вопрос будет поставлен перед гражданами республики. Цитата. «Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель, наш путь, чаяние народа, и по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины России», заявил Бибилов 30 марта. Он напомнил, что Южная Осетия неоднократно изъявляла желание войти в состав России. Республика, по его словам, упустила такую возможность в 2014 году, когда к России присоединился Крым. «Но больше такого допустить не можем», сказал Бибилов. В случае вхождения Южной Осетии в состав России, по словам Бибилова, республика могла бы объединиться с Северной Осетией. Глава этой Российской Республики Сергей Миняйло поддержал возможность объединения. Он отметил, что в различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Осетины на юге и севере никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком и традициями, заявил Миняйло. По данным переписи населения от 2015 года в Южной Осетии проживает 53 тысячи человек. Если республику присоединят к Северной Осетии, весь бюрократический аппарат, который формировал государственность, расформируют, опасается югоосетинский журналист Алик Пухаев. Люди будут уезжать на север, но если Южная Осетия будет отдельным регионом России, граждане этого не поймут, отмечает он. Люди готовы отказаться от статуса государственности, если будет исполнена давняя мечта объединения осетин, уверен журналист. Этнически две Осетии практически не отличаются, поэтому объединение субъектов было бы логично, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Южная Осетия маленькая, но в ней конфликтные элиты, считает эксперт. Объединение субъектов политически решает эту проблему, по его мнению. Вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации на референдуме почти могут поддержать 100 тысяч жителей самопровозглашенной республики. Таким мнением поделился Стас, первый зампредседатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он считает, что референдум может пройти в мае-июне. Все эти годы у жителей Южной Осетии есть одна мечта – быть в составе Российской Федерации. Они это считают очень важным для будущего своей земли, своих детей и внуков, считает Водолацкий. Говоря о процедуре, собеседник агентства отметил, что после референдума югоосетинские власти смогут обратиться в адрес президента Российской Федерации. Отметим, что подобное заявление от президента Южной Осетии стало по-настоящему резонансным как в самом регионе, так и за его пределами. Так, в Тбилиси, к примеру, заявили, что реакция на планируемый референдум в Южной Осетии о присоединении к России будет спокойной и твердой. Об этом в эфире телеканала Имеди сообщил спикер парламента Грузии Папуашвили. Грузинский спикер уверен, что референдум не повлияет на политику непризнания, которой держится Тбилиси. Этого же мнения международные партнеры, считает политик. Вы видели реакцию в том числе от наших партнеров, что они не признают никакого референдума, сказал Папуашвили. В Кремле не стали однозначно комментировать заявление Бибилова. «Я не могу выразить никакую позицию в этом плане, никаких юридических и иных действий не предпринималось. В данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии. Мы с уважением к этому относимся», заявил журналистам 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представители «Единой России» инициативу приветствовали. «Я думаю, и
народ России, и народ Южной Осетии поддержат это решение. Оно будет для нас историческим, заключил зампред Комитета по делам СНГ Артем Туров. На фоне заявления Анатолия Бибилова о стремлении провести в Южной Осетии референдум о вхождении республики в состав России, многие наблюдатели в интернет-пространстве тут же вспомнили и об Абхазии. И не твердо, но все же явственно многие аналитики, блогеры и просто завсегдатые соцсетей пытались задаться вопросами, а что же Абхазия? И на этот счет получили официальный ответ. На следующий же день после заявления Бибилова президент Абхазии Аслан Бжани прокомментировал заявление Анатолия Бибилова о том, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для объединения с Российской Федерацией, и заверил всех, что в Абхазии приветствует стремление юго-осетинского народа к объединению с Российской Федерацией. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам южных осетин, сказал президент. Однако, что касается позиции руководства Республики Абхазия, в данном контексте глава государства заявил, суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с союзнической Россией отношения в строгом соответствии с договором от 24 ноября 2014 года, в котором закреплены следующие положения: проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, формирование общего социального и экономического пространства, содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия и создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации. Свой комментарий на данную тему сайту «Эхо Кавказа» также дал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. По его словам, ни в абхазских политических кругах, ни в обществе нет таких настроений, имеются в виду какие-либо идеи о вхождении Абхазии в Российскую Федерацию. Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений о вхождении в состав Российской Федерации нет в обществе, заявил Шамба. Мы дорогой ценой заплатили за независимость. Это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах, в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партии или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности отказа от независимости. Таких политических сил нет, сказал Шамба. По его мнению, взаимоотношения Сухума с Москвой, союзником и стратегическим партнером, должны развиваться самым тесным образом. Для того, чтобы обсудить эту тему еще более детально, мы пригласили в нашу студию директора Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслава Чирикова. Здравствуйте, Вячеслав Андреевич. Здравствуйте. Вячеслав Андреевич, мы пригласили вас в студию, чтобы поговорить о том, о чем многие, в принципе, уже говорят, и были официальные какие-то реакции, ответы, комментарии. Я говорю о заявлении президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о том, что они хотели бы быть частью, войти в состав Российской Федерации и провести даже референдум на эту тему. Вот просто хотелось бы, чтобы мы немного порассуждали о том, почему вообще это важно, и как давно длится эта тема воссоединения с Северной Осетией, почему это важно для осетин? Ну, конечно, мы уже об этом много говорилось. Осетинский народ является народом разделенным. Вот, Южная Осетия, Северная Осетия. И, кроме того, юго-осетинский народ подвергся агрессии со стороны Грузии. Естественно, что очень много оснований для того, чтобы объединиться со своими братьями на Северном Кавказе. Вот, естественно, ситуация не очень такая, так сказать, раньше была, международная ситуация не очень позволяет, так, знаете, только на одном желании переходить из одного юрисдикции в другую. Тем не менее, что уже, я думаю, что Южная Осетия доказала то, что она выбрала путь самостоятельного развития, и главная цель — объединения с своими братьями на Северном Кавказе, объединение с Российской Федерацией. Уже был референдум по этому поводу, ранее был, вот, и сейчас, вот, возможно, будет после выборов 10 апреля, будут выборы нового президента страны, и будет вновь объявлен, видимо, референдум, о чем было заявлено президентом Бибиловым. Вот, и я думаю, что результаты будут уже очевидны, поскольку действительно это общее мнение всего народа о том, что необходимо присоединиться к своей части, которая находится на Северном Кавказе, и войти в состав Российской Федерации. Кстати, вот похожие
мотивы существуют и в Донецкой республике, Народной республике, в Луганской. Так что я думаю, что это такой общий тренд такой, в общем-то. И, значит, хотя пока еще ситуация очень сложная и трудно предсказуемая. Но если говорить о возможности какой-то реакции со стороны, я не знаю, какая будет реакция со стороны официальных российских властей, поскольку это очень вопрос все-таки нелегкий, да. Вот. И тем не менее, вот реакция на Западе будет, конечно, очень отрицательной, совершенно очевидно. Уже было заявление Госдепа по этому поводу, американского Госдепартамента, отрицательное. И, конечно, будет очень резкая реакция в Грузии, предсказуемо. Вот, вы знаете, сейчас какое-то наблюдалось такое некоторое, вот, ну, если не потепление, по крайней мере, приход к какому-то, вот, знаете, прагматическому сотрудничеству между Россией и Грузией. Вот, и Грузия вполне разумно не присоединилась к санкциям против Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине. И тем не менее, вот такой шаг может вызвать такую дестабилизацию отношений, вот, наметивший тренд на установление прагматичных отношений, и может подвинуть Грузию так на присоединение и к санкциям, и вообще-то на резкие такие заявления, резкие ходы. Конечно, они не могут сделать ничего конкретного, но все-таки реакция будет совершенно четкая, будет резко отрицательная. Да, но при этом, например, парламент Грузии так совершенно вроде бы как будто бы спокойно отреагировал на это. Например, он сказал, что это не повлияет на политику непризнания, никто не признает итогов этого референдума. То есть внешне они делают вид, что их это совершенно не волнует. Все, что вот происходит. Сделать хорошую мину при плохой игре, конечно, они не могут это контролировать никак. Поэтому, если есть желание народа, определенного совершенно народа желания, то кто может этому помешать? Явно не парламент Грузии. Они могут сделать заявление только и все. Поэтому я думаю, что это судьба Южной Осетии в руках народа Южной Осетии, вот, героического народа. И я думаю, что если вот, они будут упорны в своем стремлении, да, добиться воссоединения, то это произойдет рано или поздно. Немного о другой стороне вопроса. После заявления Бибилова, конечно, оно многих как-то встревожило, его начали обсуждать, разные блогеры начали его обсуждать. И конечно, когда всплывает вопрос Южной Осетии, мы после 2008 года идем как будто бы в связке с ней. Вот так ли это и почему вот все-таки, какие тут есть различия? Давайте вот поговорим. Знаете, вот если говорить об вообще-то типологии отделения, да, существует два типа отделения. Одно дело ирредентистское отделение, то есть когда часть страны отделяется, чтобы присоединиться к другой стране. Есть чисто сепаратистское, да, когда вот действительно происходит, когда рождается ребенок, да, он же отделяется от матери, правда же? То же самое в нашем случае. Абхазия воевала за независимость, вот, и за самостоятельное существование, что и сейчас и было реализовано, особенно было подчеркнуто это и укреплено после признания Российской Федерации в 2008 году. Поэтому это наш путь, который является приемлемым для народа Абхазии, все его поддерживают. И здесь я думаю, что статус-кво, я думаю, всех устраивает, должен устраивать всех, и население Абхазии, Российскую Федерацию, и наших друзей. Поэтому было высказано мнение, совершенно четко нашим президентом и другими официальными лицами, спикером парламента. Вот. И я думаю, что это тот путь, который мы избрали, которым нужно идти. В тесном союзе с Российской Федерацией и в области, естественно, в первую очередь в области безопасности. Это вопрос, который объединяет нас очень конкретно, но также в других областях, культурной, экономической, политической и так далее. Абхазия является надежным союзником Российской Федерации. У нас отношения великолепные. Я общался с многими деятелями Российской Федерации, вот, политиками, и там я не вижу вообще проблем в этих отношениях. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, все ясно, очевидно, и вот тот статус-кво, который сложился, вот те отношения сложились, братские отношения, по сути, мы должны их укреплять и расширять. Что, в принципе, и не противоречит братским отношениям с южными осетинами. Конечно, да? Конечно, у каждого свой путь. Мы абсолютно понимаем их вековую мечту о воссоединении с частью своего народа. Вот, и поэтому мы поддерживаем их стремление воссоединиться с Северной Осетией и вступить вот в Российскую Федерацию. Здесь абсолютно его логичное и понятное желание и стремление. Вячеслав Андреевич, спасибо вам большое, пожалуйста, за то, что пришли и ответили на наш вопрос.
К другим темам. При поддержке Министерства иностранных дел Республики Абхазия 2 апреля 2022 года в Сочи прошел первый Абхазский инвестиционный форум. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, президент торгово-промышленной палаты Тамила Мирцхулава, руководитель компании AR Group Айк Зибелян, представители госорганов, главный редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симонян, а также предприниматели Республики Абхазия и Российской Федерации. Открывая форум, глава МИД Абхазии Инал Ардзинба подчеркнул, что основной задачей новой площадки является презентация инвестиционного потенциала Республики Абхазия. Цитата: «Самая главная наша задача – представить инвестиционный потенциал нашей республики, который сегодня усиливается». Нелегитимная санкционная политика Запада активизировалась, и в этих условиях очень многие инвесторы обратили свой взор на Республику Абхазия, отметил министр. Инал Ардзинба также подчеркнул, что в условиях, когда правительство Грузии ведет целенаправленную гибридную информационную войну, основной целью Абхазского инвестиционного форума является правильное объективное представление Республики Абхазия, информирование о ее потенциале. Выступая на форуме, президент торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мирцхулава отметила, что сотрудничество между ТПП Абхазии и России в рамках соглашения играет важную роль во взаимодействии бизнеса государств. Рабочую группу Абхазского инвестиционного форума в Сочи возглавил Айк Зибелян, руководитель компании AR Group. Он будет заниматься координацией между инвесторами и органами власти Республики Абхазия. На этом сегодня у меня все. Мы будем продолжать следить для вас за всеми интересными событиями, которые происходят вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.